выбирают, как правило, какие-то нетривиальные профессии, потом стоят в очереди 20 лет, пока освободится одно единственное кресло, потому что таких, как ты, миллион штук. Когда там все деньги, задумайтесь. Ну, не то, чтобы я вас призываю, да, бросить вашу учебу, просто параллельно можно изучать IT. IT не требовательно ни к месту, ни к средствам. Его можно параллельно изучать. Так вот, давайте расскажу, например, для начала, вот игра у вас крутится здесь на фоне. Сейчас нет, но скоро можно будет. Вот сегодня только обсуждалась возможность выложить ее на продажу. Через 2 недели где-то, наверное, мы ее уже выложим. Потом еще 2 недели она будет лежать, только потом. Короче говоря, к концу года должна быть доступна для скачивания. Иногда бывает, мы на выставке выезжаем, и там выставляем ее, тоже можно подойти, поиграть. Вот, это игра для VR. Поэтому вы заметили, камера немного трясется. Когда вы в шлеме играете и записываете видео, видео получается таким трясущимся. Хотя, когда вы играете, для вас ничего не трясется. У вас все нормально. Мы не замечаем, как мы привыкли, и компенсируем вот эту тряску нашего тела, нашей головы. А со стороны, если нашими глазами смотреть, то все очень сильно трясется вот таким вот образом. Land of Towers. Мир башен. В чем суть игры? Давайте так. Нет. Жалко. Может, 2-ю, 10-ю часть выпустим, неизвестно. Есть игры, которые не созданы для того, чтобы вдвоем-втроем играть. Игры иногда бывают такими чисто нарративными. Вы в нее погружаетесь, и все. Вы живете в этом мире, вы применяете на себе эту роль и забываете о том, что вокруг вас существует. Вот она примерно из такой области. И в чем суть игры? Нет, не стройка башен. Мы не брали просто как есть горную Ингушетию. Мы взяли ее за основу как стилизация игры. На самом деле игра не о горной Ингушетии. Однако есть горы, и на них есть башни сторожевые с сигнальными огнями. Знаете, вот эти башни, которые периодически стоят на вершине гор, и если враг идет, то на них начинают зажигаться огни. Таким образом, они извещают о нападении, да, и готовятся к защите. Так вот, когда вы владеете или сторожите какую-нибудь кнопку, тревожную кнопку, да, например, в магазине вы работаете, в какой-нибудь большой крупной сети, и у вас есть тревожная кнопка под столом, если вдруг грабитель заскочит. Для этой кнопки специально у вас есть журнал, который вы каждый день заполняете. Вы звоните вашей охранной системе, кто предоставляет вам вот эту всю охрану. Говорите, я сейчас нажму кнопку, вы ее проверьте, пожалуйста. Они говорят, давай. Вы нажимаете кнопку, они говорят, все, прошло нормально, отлично, все. И они опять включают в боевой режим эту кнопку. Вы делаете запись в журнале. Число такое-то, кнопка проверена. Ваш директор вашей торговой точки ставит роспись за вами. Каждый день этот журнал нужно вести. Если вы забьете на это, то кнопка может просто однажды прекратить работать. Может, мышь перегрызет провод, может, еще что-то. И к вам нагрянут грабители, как обычно, не вовремя. А вы во всем нажимаете. А вас уже обчистили. Понимаете? Вот чтобы такого не было, ежедневная проверка кнопки. И мы ввели такую же систему в этой игре. То есть врага нету, но проверять сигнальные огни надо периодически. Я включаю, включает соседняя башня и так далее. Все проверили, проверили. Несколько раз вспышек сделали, все, нормально, живем дальше. Вы в роли одного из таких наблюдателей. Однажды огонь на соседней башне не зажигается. Вот здесь и начинается ваша игра. Ваша задача пойти и разобраться. Но через горы просто так пешком, как до соседа, не проберешься. Там нужно иногда выжидать сезоны, пока растают снега, пока, я не знаю, настанут теплые времена. И у вас перевалочных пунктов там немного. Есть какая-нибудь хижина, которая находится далеко,
Если вы до нее доберетесь, то, возможно, вам будет что поесть и где поспать. Если не доберетесь, то уже никогда не доберетесь. Это все учтено. Это отлично легло в концепцию нашей игры. И ваша задача проходить вот эту историю. Ну, там дальше будет развязка, вы читаете все это, у вас в журнале записано, что произошло и так далее. На самом деле очень затягивающая, интересная игра. Когда ваши глаза сообщают мозгу, что окружение двигается, значит, мы идем, а мышцы говорят, никуда мы не идем, мы в спокойном состоянии, а кожа лица говорит, на нас ветер не дует, значит, мы никуда не идем, или на нас ветер дует, мы все-таки куда-то идем. То есть от разных органов чувств поступает разная информация. Тело говорит, кажется, мы что-то не то съели, мы отравились, надо срочно это убирать, иначе мы умрем. И вас начинает укачивать. Кого в машине укачивает? Есть такие? Теперь вы будете знать, почему вас укачивает. Вот, это система вашего сохранения. На самом деле это хорошо, что вас укачивает. Значит, система работает. Когда вы одеваете VR, вы перемещаетесь медленно, и сразу голова начинает кружиться, сразу становится плохо. Некоторым очень быстро, некоторым чуть позже, но в целом почти всем. Есть и такие, которые выдерживают. Поэтому принято было решение телепортироваться. Если одна картинка резко поменялась на другую, тогда мозг не паникует. Все нормально, я моргнул просто и все. Вот так это воспринимается. Но это очень сильно ограничивает игровые миры в VR. Иногда реально надо пройтись. А телепортироваться очень сильно нарушает механику. Например, я могу убегать от врага очень быстро, телепортируясь. Хотя я мог очень медленно от него уходить. А когда я телепортируюсь, это уже какой-то обход, это чит получается. И приходится на всякие ухищрения идти. Например, ограничивать дальность прыжка. То есть вы можете телепортироваться, но не очень далеко. И вам надо будет часто телепортироваться. Сейчас до сих пор все создатели игр на VR пытаются решить эту задачу, придумать что-нибудь интересное. Что-что? От второго, третьего лица есть, но они, как правило, не очень бывают, потому что VR это все-таки от первого лица. У вас два джойстика в руках и шлем, это минимально. В них свои, как они называются, гироскопы и так далее. Они определяют положение головы, наклон и так далее. Вот. Есть, вот как здесь упоминали, да, всевозможные датчики для ног, для колен. Есть беговые дорожки, чтобы вы прям бегали, и у вас ноги скользят, а вам кажется, что вы бежите куда-то. И многое другое, в общем. Там можно много дополнительных устройств закреплять. Мы в том числе тоже думали, как бы решить эту проблему, но пока ничего не придумали. У меня как-то возникла идея, что если мы будем двигать руками, и мозг подумает, что мы все-таки бежим. Я попробовал, но частичное решение проблемы. Все-таки это не решает проблему. Поэтому ни в коем случае, смотрите, вы продаете игру, ни в коем случае не сделайте так, чтобы человеку стало плохо от вашей игры. Ни в коем случае. Можете сделать дополнительные опции, кому надо, включить плавное перемещение, кому надо, телепортацию и так далее. В каждой игре нужно свою фишку, киллер-фичу внести. Смотрите, игр много очень. В Steam даже добавляется, по-моему, где-то 6 тысяч игр в год. И вы тоже пришли такие, и вот у меня игра есть. И что? Зачем я должен играть в твою игру? И вам приходится думать, чтобы такого, не надо много, одну вещь, одну интересную вещь. Как вы думаете, что мы внесли в эту игру такого? История бывает и покруче в играх. Там такие писатели. Механика во всех играх есть, это что-то общее. Свобода действий здесь относительная, далеко не уйдешь. Физика тоже во многих, почти во всех играх есть.
Ладно, давайте объясню. Делаете просто, но при этом, чтобы можно было сделать многое за счет этого просто. А конкретно мы просто засунули туда доски, гвозди, молоток. Все. Делай, что хочешь, называется. Сам. Относительная песочница в рамках этих инструментов. То есть надо тебе наверх забраться. Решай, как заберешься, пожалуйста. Сколоти что-нибудь, придумай что-нибудь. Вот в этом ролике я отчаянно пытаюсь написать название нашего фестиваля «Войти в IT». И надеюсь его повесить на башню, на боевую башню наверх. Получится ли у меня это, увидим, наверное, в конце. Досками я сколачиваю буквы, пытаюсь что-то вроде вывески сделать. То есть, я поставил себе такую задачу и пытаюсь ее решать. Тут реально надо подумать, почесать голову, найти нужную доску, сообразить гвозди. Потом это большая очень надпись, потому что с такой высоты она должна быть видна. И я столкнулся с проблемой, что мне некуда было положить эту надпись. Она когда большой стала, я не знал, где бы ее так на ровном месте положить, чтобы я ее мог уже собрать в одну целую. Вот. То есть в VR есть вот такого рода своеобразные проблемы. Еще VR — это просто мобильное устройство на самом деле. То есть в ваших очках как будто встроен мобильный телефон. Да, хороший, возможно, мощный, но все-таки телефон. И вот что телефон позволяет, насколько графику он позволяет вам сделать, настолько у вас и будет VR-игра. Очень сложно там фотореалистичный мир сделать. Но у нас он получился более-менее, таких игр немного. В основном все какие-то мультяшные такие, казуальные так называемые. И тем не менее, вот вы сами видите, да, сразу скажу, что когда вы в шлеме и когда вы смотрите вот так, это небо и земля. Сколько раз я одевал этот шлем, сколько раз тестировал эту игру, и каждый раз, одевая его снова, я снова удивляюсь, там действительно такие просторы, такая красота открывается. Я не расслышал. Все есть. Да, да. Есть всевозможные симуляторы игр тоже. Когда вы заканчиваете создание игры, наступает самая страшная, мучительная стадия. Тестирование, которое выявляет что? Баги. Баги и проблемы — это такая штука, которая очень сильно бесит. Вы не можете понять, что не так. Почему мой молоток до сих пор забивал гвозди, а сейчас перестал забивать? Где эта проблема? И вы начинаете думать, сокращать этот круг. Так, значит, когда я здесь стою, забивается, а когда я пошел туда, не забивается. Надо смотреть, что там не так. Потом определяете, ага, может здесь еще что-то. И таким образом этот круг сильно сужается. Вы находите ошибки. Постепенно у вас такой опыт набирается, что вы заранее знаете, что может привести к ошибке. У вас большая база знаний появляется, что вы знаете, вот так нельзя ходить, вот так нельзя ходить и вот так нельзя. Будут ошибки. И вы натыкаетесь уже на меньшее число ошибок. Так как у вас большой опыт, вы иногда ловите ошибку, иногда нет, и решаете ее там по мере поступления. А новичок, он практически обо все ошибки начинает спотыкаться. Даже о тех, которые вы уже не спотыкаетесь. Поэтому старайтесь спрашивать советов у опытных разработчиков. Расскажите им идею, не бойтесь, скажите, вот я хочу сделать, например, представьте, к нам придет человек и скажет, я хочу сделать симулятор мастерской, у меня там будет пила, молоток, топор, гвозди. Как вы смотрите на это? Мы ему скажем, так, чувак, погоди-ка, у тебя будут вот такие проблемы, вот такие, вот такие. Например, в первое время, когда мы сколотили 2 доски, происходила какая-то дичь. То есть надо было сделать так, чтобы эти 2 доски теперь игрой воспринимались как одна доска, потому что я могу поднять этот предмет за одну доску. Вторая тоже должна двигаться соответственно. Помимо всего этого, мы еще встроили механику там покушать, поспать, какие-то дополнительные задания, собрать что-то в одно место, закрыть дверь, например, сквозняк у вас, да, на первом уровне есть такое задание — остановить сквозняк. То есть вы хотите переночевать в этой хижине, и у вас окна там барахтаются, ветер на улице.
вы должны... Так, одно окно вы закрываете, второго нету. Что делать? Сделать второе? Отлично. Вот здесь у нас вступает наша механика. Вы можете что-то разобрать и собрать окно. Кстати, насчет разобрать. Когда мы сделали механику сколачивания, мы вдруг поняли, что нужна и механика расколачивания. А вдруг я неправильно забил доску? А вдруг я пожалел? Или я передумал? Или мне не хватает доски, надо откуда-то ее снять? Для этого мы придумали другие инструменты, типа гвоздодера, деревянного молота, которым можно отбивать, в общем, отламывать эти доски. Вот. Гвозди тоже бывают разных размеров. Поменьше, побольше, покрупнее и так далее. На разные случаи, чтобы у вас с другой стороны гвоздь не торчал. Так, бывает с этим связаны очень большие глюки. Еще знаете, что, например, очень неудобно в этой игре? Но пока я не знаю, что с этим делать, да и ничего не сделаешь. Когда вы создаете что-то огроменное, представьте, вы корабль создали, парусный такой, сколотили вот прям. Вы можете его одной рукой поднять. Потому что, это игра. Это игра, потому что это джойстик. В твоей руке все еще джойстик. И это очень сильно как бы резонирует с вашим мозгом. Вы думаете, нет, такого не может быть. А потом видите, что это происходит. Как-то странное ощущение, пока не привыкнешь хотя бы первое время. Вот. Плюс учитывается физика, да, если она у вас раскачиваться начнет, то ее начнет туда-сюда носить. Очень трудно остановить, легче поставить на землю. Часто сюжет придумывается под игру. Вы сначала создали интересную механику, а потом думаете, как бы вот это вот все объяснить. И вы начинаете придумывать. На самом деле очень интересный метод, потому что так у вас проявляется креативность. У нас там башни, доски, и ты думаешь, и как это объяснить? Давайте придумаем историю, давайте. И начали придумывать, получилась интересная история. Бывает, что отлично написана история каким-то писателем, или книга есть, или фильм есть. И вы под нее пытаетесь сделать игру. Этот вариант не всегда хороший, потому что это удачный случай. Есть множество неудачных случаев, когда у вас книга красивая, но игру под нее не сделаешь. У игр немножко свое видение, поэтому не всегда можно просто взять и перенести в игровой мир какое-нибудь произведение. Но бывает, как с Ведьмаком, да, удачно и книга, и игра тоже. Возможно, можно было бы назвать все игры, которые выходили под Marvel, да. Например, вот недавно вышла Marvel, не помню приставку, название. Вообще неудачная. Затратили огромное количество денег, но она у них не зашла. Знаете, когда они продают там 1 000 000 копий, грубо говоря, для нас это кажется, ух ты, 1 000 000 копий продал, ничего себе. Для них это убыточно может быть. Это раз. Еще второй интересный момент о продажах. Смотрите, как происходит. Особенно крупные издатели, они рекламируют игру до того, как она выйдет. Они трубят, особенно геймерам, которые играют в игры, они во все рупоры трубят. Куда бы вы ни зашли, вам будут говорить, скоро выйдет там Ведьмак, скоро выйдет Ведьмак. И вот дата релиза наступает, и ее сразу скупают. 3 дня, максимум 4. Очень редко неделя. Ровно половина продаж на эти 3 дня приходится. Крупные издательские фирмы даже договариваются с хакерами, чтобы они не взламывали эту игру эти 3 дня. Они им большие деньги за это платят. Потому что вся основная продажа на эти 3 дня уходит. Потом в течение года она потихоньку продается, лежит где-то там внизу. И в целом за год она примерно столько же собирает, сколько за эти 3 дня. Это важный момент. Если у вас получается продать игру сразу, и у вас есть какие-то методы, инструменты, постарайтесь прям в первые же дни все применить, все, что можно. Высчитайте, проверьте, какие возможности есть, что принесет, что не принесет. Вот сейчас у нас реально такой вопрос. Скоро будут скидки осенние и новогодние. И мы думаем, на какой бы из этих вариантов нам попасть лучше? На осень или на Новый год? Где бы лучше продаться?
То есть вот такие вопросы у вас. Потом есть вариант скидки сделать там просто от себя. 9%, 8%, 50%, там, 10%. Опять ты думаешь, как бы максимально так выгодно. То есть если у вас появляется скидка, то больше людей может купить вашу игру только потому, что там какая-то скидка. У людей почему-то на скидке сразу кошельки открываются. Вот. Но при этом вы меньше будете получать с каждого покупателя. И вы должны вот такую золотую середину поймать, где, может быть, вы меньше денег будете получать, но больше покупателей ее купит. За счет чего в целом у вас денег будет больше в итоге. Вся ваша реклама, а обычно даже в бюджете игры не учитывается реклама, а она еще больше, чем сам бюджет бывает. Так что это все нужно учитывать. Так, что еще касается VR-игр, давайте-ка промотаем дальше. Я думаю, хватит с нас VR. Это у нас что сейчас? Ага. Мобильные игры. У мобильных игр своя проблема. Ну, во-первых, графика, да, на мобилке не разгуляешься. Во-вторых, если это детская игра, вам нужно учитывать детскую психологию. Дети не знают там все ваши сложности игр. Им нужно как-то попроще, максимально просто. Например, мы делали эту игру, и нужно было сделать такое управление, которое любой ребенок прям с рождения будет понимать, инстинктивное такое. И мы сделали, он, значит, двигает пальцем по экрану, и у него персонаж перемещается. А потом надо было разрушать предметы. Мы думали, как бы это сделать. Выделил предмет, нажал на какую-то кнопку. Но у ребенка нет такого понятия нажать на какую-то кнопку, чтобы сделать что-то. Но ребенок будет ломать, пытаться что-то, пить. Значит, мы сделали такую механику, где ты пальцем стукаешь по предмету 3 раза, 4 раза, и он ломается. Вот. Таким образом, мы приблизились к этим детям за счет упрощения вот этого управления. Вам очень много надо будет именно над этим думать. Не только там написать игру. Всем кажется, это такая сложная работа, код и дизайн. Но, уверяю вас, это 10, ну ладно, 20% от всей вашей работы. Вам придется думать за клиента, что ему понравится, что нет, как бы ему навстречу пойти, вот, как его заинтересовать. Эта игра, ее суть в том, что вы ломаете предметы, получаете буквы, из которых название этого предмета состоит. Потом с этих букв вы строите другие предметы, складывая их название. Ребенок играет и постепенно запоминает слова. То есть он уже наизусть начинает знать, как забор, как заяц будет там и так далее. А проблема у детей сейчас очень большая. Все они сидят в мобилках. Оглянитесь, и вы увидите. У вас и родственники такие есть, которые сидят и не высовываются из этих игр. Попытки бороться с этим бесполезны. Все равно дети будут уламывать своих родителей. У каждого ребенка есть ключ к своему родителю. Он там построит глазки или поплачет, или еще что-то. Ему станет его жалко, он даст ему телефон. Все. И он согнется в 3 погибели и испортит себе позвоночник. Я считаю, одной из профессий недалекого будущего – это, как называется, человек, который кости вправляет. Костоправ, потом позвоночник, там остеопаты всякие, массажисты. Можете себе подучиться на эти профессии, голодными не будете. У вас сейчас там такая база клиентов идет, прям страшная, у вас очереди будут, вы можете такие цены себе поднимать. Так что имейте в виду. И мы подумали, раз уж телефон забрать мы не можем, давайте хотя бы полезные игры им сделаем. Давайте пусть учатся. Вот. К сожалению, родители не следят за детьми, у них нет вот этой дозы, там, так, посидел 15-20 минут, час хорошо, хватит, и следить за этим родителям некогда, им надо в Инстаграме посидеть, там, еще где-то, то есть не до воспитания. Когда из-за пандемии детей посадили дома и все начали учиться из дома, родители были очень недовольны. Почему? Потому что на самом деле, мне очень тяжело это признавать, но на самом деле родителям не столько эта школа нужна, сколько сбагрить куда-то своих детей на полдня. Пусть кто-нибудь там их воспитает, а потом удивляются, почему ты такой невоспитанный, дикий какой-то. Потому что не вы его себе воспитывали. Кто-то там, может, воспитал, как сам видит, но не вы. Поэтому воспитанием все-таки надо заниматься родителям. И подбирать ему игры надо родителям. Это я вам сразу говорю, так что имейте в виду, эта проблема в каждом доме.
каждом доме сегодня или завтра, но это проблема. Поэтому выбирайте для них игры вместе с ними. Я бы даже сказал, играйте вместе с ними. Будьте для них друзьями. Вот. Какие еще проблемы были в этой игре? Острые предметы запрещены. У ребенка мягкая кожа. Он видит ножик, и он боится больше, чем взрослый, потому что это опасно для него. В его природе заложено бояться любого острого предмета, даже если это какие-то предметы в игре. Поэтому у нас каждый предмет с мягкими углами. Так мы подбираемся к психологии ребенка и делаем для него более такую дружелюбную графику. Еще вы видите английские буквы в этой игре, но это на уровне прототипа. В дальнейшем мы хотим заменять на ингушский, на русский, на какие угодно вымирающие языки, потому что мы инвестируем, скажем так, в детей. Пусть лучше они учат язык, который мы теряем. Да? Таким образом, постараемся что-то сделать. Что получится, мы не знаем пока. Но эта игра очень сильно понравилась. Она уже дважды была в Турции. Что это такое? Ага, дважды она в Турции на выставке была. Вот. Смотрим дальше, что с ней будет, как она будет развиваться. Скоро тоже должна выйти. Так. Как мы делаем объекты для игр? 3D Max или Blender, что более популярно, да? 3D Max — это такой промышленный масштаб, промышленного масштаба инструмент. Blender — это больше для инди. Но не важно, что именно из этого вы знаете. Главное, чтобы у вас было мышление, как построить объект из какого-нибудь кусочка квадрата, например. Здесь в данном случае сейчас будет создаваться простой стул для этой игры. И вы можете понаблюдать этот процесс. Это очень быстрый, легкий процесс. На самом деле ничего сложного нет. Я на своих курсах учу этим вещам прямо на пальцах. Все очень просто. Кажется, что 3D — это что-то сложное, непонятное. На самом деле это куда более понятное, чем 2D, потому что вы привыкли работать с трехмерным миром. Если я вам дам дощечки и скажу сколотить стул, вы будете знать примерно, как это сделать. То же самое и там. Вот. Платформы. Нужно ухудшать графику так, чтобы на всех телефонах она работала, но при этом не уничтожить красоту игры. Если она будет совсем уродливая, то, конечно, ваш ребенок захочет другую игру. Я частенько экспериментирую на своих детях, проверяю, им эта игра нравится или нет. Они действительно увлекаются. То есть они там что-то строят, какие-то свои деревни, дома, сады, зоопарки и так далее. Есть увлекательный процесс, но пока упираются. То есть то, что мы сделали, для них пока недостаточно. Нужно расширяться. Есть одно очень сильная штука. Это онлайн. В этой игре его нету. И в этой версии его не будет. Мы сразу от него отказались, потому что это сложная работа. Это столько же работы, сколько над самой игрой. Но если бы онлайн был, то вы бы, например, не вы, а дети, да, они любят хвастаться перед другими детьми во дворе. Типа, смотри, какой у меня дворец. Я здесь вот это построил, вот это. А у тебя есть, а у меня нет. Давай торговаться, давай меняться там и так далее. Через это игра быстро распространяется. То есть один просит двоих скачать, двое просят четверых скачать и так далее. И у вас прям разлетается игра. Но онлайна здесь нету. Учитывайте это тоже. У онлайновых игр своя аудитория, но нарративные такие, синглплеерные, то есть игры для одного игрока, они тоже нужны. А в какой-то момент рынок чуть-чуть сдвинулся в сторону онлайн, и почти не было таких игр, которые можно в одиночку играть. И все начали возмущаться, где вот эти вот синглплеерные игры, почему мы хотим их купить, и он начало потихоньку обратно восстанавливаться. Сюжет, как я сказал, вы приплетаете. Но в этой игре как такового сюжета нету, например. Здесь детям ваш нарратив вообще не интересен. Нарратив — это как раз-таки вот история о сюжете и так далее. Им не интересно. Есть остров, есть какие-то антропоморфные животные, а-ля соседи, и ты играешь, все. Но когда у вас поколение чуть постарше, им интересно, что тут происходит.
Кто знает игру Animal Crossing на Nintendo Switch? Вот. Что-то примерно похожее на нашу игру. Там теории заговора целые есть в интернете. Что это за остров? Почему там все это происходит? И они очень интересные, если у вас будет возможность послушать. Там очень интересные бывают теории заговора на самом деле. Когда вы выкладываете игру, смотрите, у нас была первая игра Diesel Guns. Мы ее поторопились выложить в ранний доступ. Что такое ранний доступ? Кто знает? Ну, почти. Это не демо-версия. Это как если вы строите здание многоэтажное. У вас первых 2 этажа уже полностью закончены. Внутри обделка, все сделано, снаружи тоже. Остальные строятся. Но вы уже эти первые 2 этажа можете сдавать под какие-нибудь магазины, супермаркеты и с них получать деньги. На эти деньги продолжать строить здание. В играх то же самое. Она еще не доделана, но есть часть, которую можно играть. И вы выкладываете вот на Greenlight, да, в Steam так называется, незаконченную версию. И есть люди, которые знают, что она не закончена, но они уже готовы вам там дать маленькую сумму, за которую вы выложили, и вам помочь, и самим поиграть, то есть поддержать вас. У вас появляются первые деньги, и вы потихоньку доделываете, допиливаете свою игру. И мы поторопились, выложили. Что произошло дальше? Потом мы начали искать издателей, которые нам помогут продавать эту игру, у которых есть много денег, которые могут ее рекламировать и так далее. Они все говорили: нет, потому что ваша игра уже объявлена, а мы с такими не работаем. Нам нужно самим контролировать процесс первого появления, первой рекламы и так далее. И мы вот на такую ошибку натолкнулись, но на этот раз мы ее совершать не стали. Теперь, если у нас есть игра, мы ее сначала предлагаем инвесторам, говорим: смотрите, мы вас ждем месяц, потом сами ее выкладываем. У вас есть шанс. Вот так нужно работать с инвесторами. Есть игры, которые прям успешно сразу издались. Есть очень много разработчиков игр, халтурщики и обманщики, которые выложили в Greenlight, собрали там $1 000 000 и исчезли просто, ничего так и не закончили. Все, ищи теперь их, где ты их найдешь. Поэтому постепенно к играм раннего доступа доверие у людей начало падать. Поэтому туда сейчас не все любят залезать. Но если у вас прям вообще никаких шансов нет, только тогда. В остальном случае вы стараетесь туда не залезать. Сначала доделать хотя бы маленькую версию вашей игры, но законченную. И тогда ее выкладывать на продажи. Так. Смотрите, вот такая еще проблема была. Например, мы можем разрушать объекты в нашей игре. Без проблем. Постукал пальцем, сломал объект, получил с нее буквы. Что делать с животными? Давайте представь, что вы с нами работаете. Вот мы животного должны разломать. И раз у нас в игре все ломается, из всего можно получить буквы, вариант нормальный, можно и подобрать. Погладить, но оно должно исчезнуть, и вместо него появится буква. Ну, в общем, это задача, согласитесь? То есть просто так забить животное для детей было бы жестоко. Ну, мы пришли к такой вот версии, например. Что-то безобидное. Вроде прошло, прокатило. Да, только здесь мыльные пузыри появляются. Это как-то так завуалировано, аккуратно и не так жестоко выглядит. Хотя, представьте, мы привыкшие делать там кровища, взрывы, разработчики, вдруг нам нужно делать какую-то детскую игру. Мы думаем, как решить эту проблему и так далее. Было предложение, но оно было не конкретным. То есть есть бюджет, и нужна какая-нибудь игра. Желательно что-то для детей, обучающее. Желательно для наших детей. Ну и мы начали думать. И раз уж мы стали придумывать, то мы решили придумать не только для наших, а, например, какой-нибудь ирландский язык. Почему бы его тоже над ним не поработать? Возьмем ирландский язык, закачаем его в игру, и будет ирландская версия игры. И будет продаваться в Ирландии.
Бизнес-модель? Бизнес-модель. Сколько таких языков? Много. А с одной ингушетии много не заработаешь. Поэтому нужно думать вот так вот. Стараться максимум денег заработать и при этом максимум пользы принести. Так, теперь объясню вам, что важно в играх. В самих играх, не в графике, а вот какой она должна быть. В нее должно быть интересно играть. Например, есть такое понятие ментальная физика. Кто из вас помнит, чтобы он попытался бросить мусор в мусорную корзину и попадал с первого раза? В вашей жизни такое было? Помните это чувство? Типа, да, я Майкл Джордан. Вот это чувство, оно и есть ментальная физика, понимаете? Когда вы рассчитали все, но не надеялись, а у вас получилось. И все игры почти, спортивные, неспортивные, они построены так или иначе на этой ментальной физике. Даже обычные шутеры, вы думаете, сейчас мышку вот так резко подвину и подвину наверх, нажму и попаду прямо в него, и он умрет первым, чем я. То есть его я уничтожу раньше. Получилось, вы счастливы. В вашем мозгу происходит такой химический взрыв. Вот. И должна быть еще одна вещь в игре. Помимо остальных, да, если самые такие важные. Должна быть возможность человеку влиять на исход игры. Нельзя просто так закидывать его в игру, где он ничего не решает. Например, камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Идеально сбалансированная игра, все ее знают, правильно? Но что от вас зависит? Удача от вас зависит? Такое понятие вообще есть, удача на самом деле? Настоящая случайность. Обычно рандом, как говорят программисты. Все. То есть мы говорим, кто будет сегодня мыть посуду? Давай камень, ножницы, бумага, давай. С таким же успехом можно сказать, эники-беники ели вареники, эники-беники ты, все, мой. Человек в камень, ножницы, бумага играет, проигрывает, идет мыть посуду. Вообще никакого смысла. Он ничего не мог поделать, чтобы не мыть эту посуду. От него ничего не зависело. Что можно с этой игрой сделать, например? Чуть-чуть нести возможность тактики. Например, я вот такую версию предлагаю. Обеими руками играйте. И уже когда вы показали камень и ножницы, вы думаете, что бы из этих в первую очередь применить. То есть у вас есть выбор, все. То есть сейчас уже от вас что-нибудь зависит. Могу вот ножницами порезать вон ту бумагу, но тогда у него останется что, например, тоже ножницы. И ты думаешь, эти ножницы можно моим камнем разбить, отлично ход. Или там подставить его вашему третьему оппоненту какому-нибудь, да? Какая-то тактика появляется только из-за того, что вы две руки ввели. Вот так и в играх. Если у вас абсолютно независящая от вас ситуация, это казино. Вы кидаете монетки и надеетесь, что вам когда-нибудь что-нибудь выпадет. Так делать нельзя, это запрещено. Это азарт, но это не игры. Когда вы вводите хоть какой-то элемент тактики, тогда это уже игры. Тогда от вас или вы быстрее других, или вы сильнее других, или вы умнее других и так далее. Вот таким вот образом выстраиваются все принцип практически каждой успешной на самом деле игры. Так, на чем делаются игры? На движках. Вот кто не знает, что такое движок, это такая готовая, можно сказать, большая игра. В ней что-то можно менять. Убрали, например, машинку, поставили свою машинку. Теперь это ваша игра. Убрали персонажа, поставили своего персонажа. Или, например, персонаж может носить 10 видов оружия, а вы убрали 5 видов и сделали, чтобы только 5 осталось. То есть вы переделываете эту игру, и это будет ваша игра. Вот это движок. А можно игру с нуля писать. Взяли код и начали писать. А дизайнер ваш будет делать модельки все эти. Конечно, возможно. Те же движки ведь с нуля написаны. Возможно, с нуля. Очень много. Сейчас, может быть, на лету и не вспомню, но есть много успешных игр, которые были написаны с нуля.